Добрый вечер, вы смотрите программу «Якутия Лайв», с вами Ирина Ефимова. По итогам переписи населения прошлого года у нашей республики самые лучшие показатели на Дальнем Востоке по рождаемости, низкой смертности, по естественному и миграционному приросту населения, то есть демографические показатели. Поэтому у нас есть все возможности в этом юбилейном для Якутии году достичь показателя в 1 миллион жителей. И самая главная задача правительства – сделать жизнь якутян лучше и комфортнее. И во многом это зависит от состояния экономики региона. О том, как сегодня себя чувствует экономика Якутии, какие шаги предприняты для того, чтобы стабилизировать ситуацию в условиях санкций, а также какие проекты будут представлены Якутии на предстоящем Санкт-Петербургском международном экономическом форуме, расскажет моя сегодняшняя гостья, министр экономики Якутии Майя Данилова. Добрый вечер, Майя Андреевна. Здравствуйте. Майя Андреевна, мы с вами встречались последний раз 2 месяца назад примерно, да, тогда в начале марта мы говорили о самых первых санкциях, об их влиянии на республику. Вот. Но тогда еще было не совсем понятно, да, рано было делать выводы какие-то. Вот. Что с тех пор изменилось и насколько экономика Якутии сегодня себя чувствует уверенно? Ну, действительно, в марте месяце очень была высокая степень неопределенности. Мы с вами об этом проговаривали. Очень запретительные кредитные ставки. Да, была огромная ставка Центробанка. 20%, да, и, конечно, на всех огорошила. Сейчас потеплело, ставка снизилась до 11%. Курс доллара тоже мы там около 60 рублей, да, население это радует, но экспортеров это тревожит на самом деле. И вот это развитие ситуации сейчас позволяет говорить о том, что можно уже думать о будущем, да? Прогнозировать, что будет к концу года, и становится более-менее ситуация такая определенная. Мы учимся жить в новых условиях, в новых реалиях. Правительство Российской Федерации приняло огромный пакет мер поддержки, 300 мер поддержки и, по-моему, 8 триллионов рублей будет направлено в экономику Российской Федерации, соответственно, и Республики Саха-Якутия тоже перепадет. Мы со своей стороны тоже приняли свои меры поддержки. Общий пакет 15 миллиардов 900 миллионов рублей. Это, да? чисто республиканский. Это чисто республиканский. Но в целом, с учетом федерального, конечно, это очень колоссальный пакет. Российская экономика ни разу не сталкивалась с таким вот жестким санкционным внешним давлением. Это вот заставляет нас думать по-новому и размышлять по поводу того, что будет. Ну вот я насколько знаю, что мы, не дожидаясь того, что начали разрабатывать свой пакет мер, да, постоянно у вас работал оперативный штаб и так далее, и какие-то меры вы еще предлагали и на уровень федерации. Да, безусловно, потому что нас тревожил тогда очень сильно северный завоз, и сейчас это, конечно, с повестки не снимается. И очень такая ситуация была связана с инфляцией, и надо было накачать бизнес, малое и среднее предпринимательство ликвидностью для того, чтобы они могли завести, да, те же продовольственные товары. Сейчас мы видим, что те меры, которые были тогда приняты, дают свои результаты. Пик инфляции пройден, да, сейчас в апреле инфляция составляет 8%, это апрель к декабрю 2021 года, по Российской Федерации это 11,7%, соответственно, вот мы тем, что поддержали бизнес, сдержали, да, сдержали вот этот рост. Также, в отличие от Российской Федерации, можно привести такую цифру, как вот, статистику уже начала опубликовывать. За апрель месяц объем валового внутреннего продукта страны снизился на 3%. И наблюдается снижение там, грузооборота. Да, это вот первые индикаторы, которые говорят о том, что происходят очень серьезные логистические изменения. Это снижение грузооборота, снижение объемов оптовой торговли. В республике немножко ситуация другая. У нас грузооборот растет январь-май, да, значит, на 3%. Объем оптовой торговли тоже увеличился. Он прям в разы, в 1,7 раза. Это к прошлому году, хотя тут можно было бы, кто-то мог бы сказать, в прошлом году тоже завозили. Ну да, действительно, в прошлом году тоже завоз. А в этом году вот получается, вот, то, что раскачали, накачали, и получилось увеличивать эти объемы и сдерживать инфляцию таким вот образом. Ну, а если говорить, да, в целом по экономическим показателям,
ВРП растет, январь-май оценка 10% в сопоставимых ценах. Это, конечно, базируется на промышленности. В промышленности рост более 11%. Ну, то есть республика даже по сравнению с остальными регионами России себя чувствует более уверенно, да? Более уверенно, но и в других регионах тоже, которые не связаны с обрабатывающими производствами, тоже ситуация примерно такая. Сырьевые растут, да, сырьевые регионы сейчас растут. У нас, если алмазодобыча, да, практически на уровне прошлого года, добыча золота увеличилась вот за январь-май, уже показатели есть на 5,7%, то нефтегазовый сектор растет прям колоссальными темпами. Добыча нефти там на уровне 10% рост показывает, а уголь с газом практически на 30%. Это, конечно, очень-очень высоко, очень по сравнению с другими регионами в среднем по стране. Понятно, что вся Россия пошла уже на восток, да? И все-таки у нас немножко другая логистика, да, за счет того, что мы на Дальнем Востоке. За счет того, что было создано до этого, да? Газотранспортная система, нефтепроводная система, тоже это все нам позволяет более уверенно себя чувствовать. То есть, оказывается, когда мы ориентировались на Азиатско-Тихоокеанский регион, мы вообще смотрели вперед и делали все правильно. Мы просто оказались здесь рядом. Ну что ж, мы работаем в прямом эфире, и задать вопрос гостю можно, позвонив в студию по номеру 841 12 42 14 39 или отправить сообщение по номеру горячей линии в мессенджере Telegram 8 914 235 0502. Но в прошлый раз мы с вами с осторожностью обсуждали меры поддержки экономики. Понятно, что вот рост валового регионального продукта, рост промышленности – это отлично. Но санкции ведь сказываются и на малом бизнесе, на экономической активности среднего класса. Вот можно ли сейчас сказать, что предприниматели малые и средние уже могут тоже планировать развитие своего бизнеса? Да, предпринимателям проще планировать свой бизнес, когда он видит предсказуемые, да, условия. И это задача государства обеспечить легкие условия ведения бизнеса. Это, конечно же, и макроэкономические показатели, это и когда денежно-кредитная политика, и, как мы уже с вами отмечали, сдерживает инфляцию, тоже это положительно сказывается. Ну и, допустим, нет таких серьезных скачков с курсом валюты, да, мы сейчас уже видим это 60 рублей, и если прогнозировать, планировать до конца года, то крупные банки и Минэкономразвития России, да, ориентируются на то, что к концу года курс доллара приблизится к 70 рублям, но это все равно не запредельные там 90-100 рублей. И это позволяет все-таки планировать свой бизнес. Ну и со своей стороны государство создает легкие условия, снимает административные барьеры. Сейчас очень серьезный поворот в контрольно-надзорной деятельности, да, когда все контролирующие органы ориентируются на профилактику, на предупреждение, да, возникновения всяких разных нарушений. И прямо очень жестко это контролируется со стороны прокуратуры. Ну, понятно, что планы предприятий, они корректируются с учетом новых реалий. Вот сейчас можно ли, да, уже оценить второе полугодие? Понятно, что июнь еще не закончился, но, наверное, какие-то предварительные оценки можно дать? Да, мы в прошлый раз с вами общались по этому поводу. Я говорила о том, что сейчас крупный бизнес корректирует свои планы, перестраивают логистику. Да, и вот мы практически еженедельно общаемся с менеджментом крупных компаний. И видно, что одна основная проблема, которая сейчас, возможно, сдерживает прогнозы позитивные, допустим, до конца года, это решение вопросов с логистикой, приобретение импортных составляющих, импортного оборудования для наших горнодобывающих предприятий. Это задача номер один сейчас. Да? А что касается спроса, то здесь
более, значит, как мы уже видим, с нефтью, с газом, с углем ситуация намного лучше, чем прогнозировалось ранее, да, на 2022 год. Предприятия, конечно, пытаются этим воспользоваться, увеличивать свои объемы продаж. Что касается алмазов и золота, здесь немножко ситуация похуже, но не такая драматичная, как представлялась в марте. Да. И при этом ориентируемся на объемы продаж не хуже ковидного 2020 года, да, но, конечно же, к 2021 году еще не подтянется этот объем абсолютно, да, потому что 2021 год был абсолютным лидером по продажам, допустим, того же алмазного сырья. Вот. Тем не менее, вот в целом и то, что нефтегазовый сектор нам показывает, угольщики, да, с одной стороны, это все компенсирует часть потерь, которая может возникнуть по алмазодобыче и золотодобыче. И в целом вот до конца года мы ожидаем примерно экономический рост на уровне 6%, да, а промышленное производство в районе 9-10% роста. На доходах населения это ведь тоже как-то скажется? Да. Сейчас мы видим картину, что в марте месяце значительно увеличился средний размер оплаты труда. Да? Мне, конечно, никто не поверит, опять скажут, что это статистика, нам что-то придумывает, но тем не менее на 18% рост, это март к марту, то есть это предприятия реального сектора быстро отреагировали на рост инфляции и повысили оплату труда своим сотрудникам. Вот. А бюджетный сектор тоже мы, соответственно, с своей стороны тоже принимали решение. С 1 апреля повысилось по прочим категориям работников на 10%. Да, с 1 января уже было повышение. И вот в результате в целом на 10% повышение будет. И еще будут приниматься решения в течение года в зависимости от того, что у нас будет происходить с инфляцией. Но инфляцию мы планируем так в районе около 11-12%. Вот так вот. Оценочно. И последнее вот решение с 1 июня повышение, значит, МРОТ в целом по Российской Федерации тоже, конечно, окажет влияние на повышение доходов населения. Потому что на МРОТ завязаны социальные пособия, конечно, там все привязано пенсии уже и так по далее. цепочке. Да. Ну, то есть получается, что год столетия у нас все-таки ознаменуется ростом доходов и экономическим ростом, да? А вот я не случайно же начала подводку с переписи, вы же ее курировали, насколько я помню. И вот буквально недавно первые итоги начали публиковаться, и действительно мы к миллиону приближаемся. Да, Росстат начал выдавать уже предварительные итоги. Конечно же, с оговоркой, что будут уточняться. И вот на 1 октября, по предварительным данным, численность населения республики составляет 996 тысяч. Это очень-очень близко к миллиону. Да? И если мы сравним с переписью прошлого года, да, не прошлого года, прошлого периода, 2010 года, то в республике численность населения увеличилась на 3,9%. Значит, в 2010 году это было 958 тысяч, да? Мы занимаем 20-е место среди вот лидеров роста по численности населения в Российской Федерации. Всего в 28 регионах произошел такой рост. Вот. И если говорить о том, что ожидается там естественный прирост, он будет сохраняться в республике, да, и обычно у нас рождается около 12 тысяч ребятишек, и несложно предположить, что в этом миллионные году жители у нас в этом году родится. Обязательно появится. Круто. Кстати, появились ведь еще по этим результатам появились новые города-миллионники у нас в стране, да? Об этом написали. И вот, получается, у нас будет регион-миллионник. Очень знаково, мне кажется, в год столетия перешагнуть миллионный рубеж. Хорошо, по 2022 году понятно. В 2023 году что нас ждет? Вы же планируете обычно?
Да, Минэкономразвития Российской Федерации уже согласовала с Минфином России, с правительством Российской Федерации сценарные так называемые условия функционирования экономики. Да, это имеется в виду, значит, как будет меняться инфляция, какой будет курс доллара, какие, значит, предполагаются объемы экспорта там, энергоносителей. И если исходить из тех сценариев, то в целом можно предположить, да, что мы сейчас выстраиваем по 2023 году варианты, значит, в 3 типов, да, 3 варианта. Ну, как обычно, пессимистичный, негативный, Базовый, оптимистичный и базовый, такой базовый, средний. да, Да? Они, конечно, будут зависеть от степени санкционного давления. То есть либо санкции смягчаются, либо, наоборот, нарастают, да, либо остаются как есть ситуация. Вот. В зависимости от этого выстраиваем свою траекторию развития экономики на 2023 год. В принципе, если не вдаваться, не брать в расчет кризисный вариант, да, когда у нас санкции только усиливаться будут, то экономический рост прогнозируем на уровне от 2 до 5% в следующем году. Да, промышленное производство там на уровне 8-9% роста. Ну, бизнес и власть обычно сверяют часы на различных форумах, и совсем скоро состоится Петербургский международный экономический форум. Делегация республики туда поедет, вы туда поедете, как министр экономики. Обязательно расскажите, пожалуйста, вот про этот форум. Но давайте напомним, что он, для чего он проводится. Ну, Петербургский международный экономический форум – это один из важнейших форумов, который происходит на территории страны, и он проводится под патронатом президента Российской Федерации. Да, и вот Петербургский форум, он был создан 25 лет назад, кстати, будет юбилейный, да, 25-й юбилейный, да, Петербургский международный экономический форум. И он обсуждает проблемы и перспективы развивающихся рынков, к которым относится и российская экономика. Да? Вот. Для республики участие на Петербургском международном экономическом форуме – это возможность продвинуть проекты с федеральным участием. В прошлом году, например, это была тема национальных проектов, да, и до этого, допустим, тот же Ленский мост, да, вот те крупные проекты, которые мы планируем с федеральным участием, представляются обычно на вот Петербургском международном экономическом форуме. А в чем его особенности и отличия от других крупных форумов? Потому что у нас и Восточный экономический форум есть, да, и Красноярский экономический форум есть, и инвестиционный форум российский тоже есть. Вот в чем особенность именно Петербургского? Петербургский форум, он все-таки больше с международной повесткой, да, и вот больше с международной и федеральной повесткой. Восточный экономический форум сам про себя говорит, он более к геостратегической сфере, да, относится. И сейчас, когда вся Россия уже разворачивается на восток, мы думаем, что он также наравне с Петербургским международным экономическим форумом будет такое же значение иметь. А остальные вот форумы красноярские, они региональные. Красноярский экономический форум, Сибирский регион охватывает, да, Дальний Восток. Региональный инвестиционный форум, который происходит обычно в Сочи, да, вот тоже площадка регионов для продвижения своих инвестиционных проектов. А интересно, вот на Петербургском форуме в этом году, наверное, все равно тоже будет какой-то уклон на восток, я вот сейчас так предполагаю. Да, обязательно. Там же лидеры государства, ну там обычно и сам Владимир Владимирович принимает участие, и первые лица. В этом году официальных делегаций с иностранным участием будет поменьше, да, вот официальных именно делегаций. Упор сделан на бизнес-делегации, представителей бизнеса. И ну, это мое личное мнение, да, что на Петербургском международном экономическом форуме в этом году Россия будет показывать то, что она открыта все-таки миру,
Российская экономика открыта, несмотря на то внешнее санкционное давление, которое сейчас оказывается. И тема форума, она тоже новая, новые возможности, и, соответственно, тоже будет говориться и о Востоке тоже в том числе. Кстати, на одну из ключевых сессий этого форума «Поворот на Восток» также приглашен Асим Сергеевич спикером. И мы тоже будем говорить о том, что своевременно созданная инфраструктура в Якутии, да, она позволяет сейчас вот экономику держать на высокой планке, но при этом все-таки федеральная повестка и федеральная политика должна быть все-таки направлена на то, чтобы создавать инфраструктуру на Дальнем Востоке. Ну, это сейчас становится очевидно, тогда не было так сильно очевидно. Все-таки, когда Владимир Владимирович говорил о том, что Дальний Восток – это национальный приоритет для страны, он что-то знал. Это было 9 лет назад, да. Когда он объявил Дальний Восток, Сибирь национальным приоритетом на весь 21 век. И, по-моему, это как раз на форуме и было. Да, с тех пор, да, и начались вот эти восточные экономические форумы, где вот восточную политику, геостратегическую политику Российской Федерации так активно обсуждали со всеми странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Ну, давайте напомним, какие основные результаты вы могли бы назвать по итогам вот прошлых форумов для республики именно. Ну, ежегодно подписывается на Петербургском форуме около 10 соглашений. Наверное, не стоит далеко уходить. Вот на прошлом Петербургском международном экономическом форуме подписано было соглашение о намерениях по строительству школ с госкорпорацией ВБРФ. И сегодня, вот в течение года эта работа проводилась. Уже сегодня, значит, мы подготовили, да, подписали 3 концессионных соглашения на создание 3 объектов в городе Якутске, да, и буквально вот 25 июня планируется подписать концессионное соглашение на создание адаптивного комплекса. Это школа-сад будет, школа на 550 мест, садик на 200 мест. А еще 6 объектов частные партнеры уже начали строить в городе Якутске и в Жатае, да, и в итоге 10 новых объектов образования появится в нашем городе, в котором очень высокий дефицит ученических мест. Это школы или школы? Это школа. Это школа, и в целом там 3700 ученических мест планируется по итогам. В целом их объем, да, вот этих 10 школ строительства составляет 9 миллиардов 700 миллионов рублей, а федеральная субсидия будет привлечена на уровне 6 миллиардов рублей. Но понятно, что когда вы собираетесь на форум, все равно примерно представляете, какие, ну, хотя бы сколько соглашений, какие основные соглашения там, возможно, будут подписаны, что рассматривается. Вот можете ли что-нибудь озвучить? Ну, что представлять мы будем, вот в этом что мы будем году, представлять? Значит, основная тема, да, ну, скажем так, сложилась, получилось, что основная тема будет связана с развитием Арктики, и ряд соглашений также планируется в этой сфере. Допустим, с Минвостокразвития Российской Федерации планируем заключить соглашение о строительстве и модернизации нефтебазового хозяйства Саханефтегазбыта. Планируем под это дело привлечь дальневосточную концессию. Это 9 нефтебаз. Поэтому я считаю, что это очень важное соглашение будет подписано. Оно подготовлено, и в части арктической повестки также еще на приобретение вездеходной техники тоже планируется подписать. Если вот так еще вспомнить, да, еще, значит, соглашение с Росатомом на создание атомной станции малой мощности в Гусянском Улусе. Да, там планируется. Да. Слышала про этот проект, да, помню.
Там планируется, значит, создание такого, там сформируется Устьянский горно-промышленный кластер, уже сейчас формируется вокруг этой станции, да, малой мощности, которая позволит освоить месторождение Кучуз, это крупнейшее золоторудное месторождение, а также, значит, месторождение олова, ручья Терехтях, да, ну и ряда других вот месторождений, которые находятся в этой зоне притяжения этой атомной станции. Ну, надо понимать, что это, конечно же, вдохнет жизнь заново, Обязательно, да. В те поселки, которые там. Почему это комплексный проект? Потому что те месторождения, тот налоговый поток, который будет генерить все эти месторождения, они позволят построить не только атомную станцию, да, еще позволят построить линии электропередач к населенным пунктам, также еще школы и жилье. Ну и вообще, насколько я понимаю, сейчас вот наша промышленность уже отходит от вахтового метода все-таки в сторону того, чтобы местные кадры работали. Вот вообще в целом такая тенденция. Или нет, или это мне так кажется? Это, наверное, веление времени, потому что все-таки огромные, значит, вахтовые поселки содержать достаточно тяжело, сложно и недропользователям. А республике, ну, регионам важно также, чтобы свое местное население было занято в этих проектах. И, допустим, вот тоже крупнейшее Эльгинское месторождение, кстати, в этом году инновационные планы компании включают в себя ввод 3, значит, ГОКов на месторождении. Это, конечно, тоже создает условия для того, чтобы там появился новый населенный пункт. Вы упомянули про газификацию. Вот давайте поговорим про газификацию населенных пунктов. Была выделена значительная сумма в этом году из бюджета. Вот на что будут направлены эти средства и что в итоге население получит? Как у нас там дела в этой сфере? Ну, действительно, в этом году рекордная сумма, 710 миллионов будет выделена на газификацию. Это, конечно, связано с той задачей, которую поставил президент страны по социальной газификации населенных пунктов. И уже сейчас вот в планах около 3200 домовладений обеспечить газом, да, в 82 населенных пунктах республики. И, соответственно, вот эти вот средства, они выделяются на то, чтобы построить газопроводы, отводы. Но, кроме этого, также еще было принято решение об увеличении компенсации, да, малоимущим семьям на подключение вот, к газоснабжению со 100 тысяч рублей, да, до 150 тысяч рублей. Соответственно, вот это вот все тоже у нас является таким вот важным направлением. И вот, кстати, на Петербургском международном экономическом форуме мы планируем подписать соглашение с «Газпром» технологии, СПГ-технологии, да, которые в перспективе позволят создать в Бенгино-Кангаласском улусе, значит, завод СПГ и обеспечивать газом, автономным газоснабжением около 27 там, населенных пунктов в ближайших там, 8 районах. В Заречной группе. То есть там появится свой... Там появится возможность перехода на автономное газоснабжение. Ну, здорово, потому что ну, газ это к тому же экологичное вид топлива. И сейчас, ну, это вообще очень модно, экология, вот зеленая повестка, ESG. Да. Вот будет ли эта тема в рамках форума обсуждаться? И есть ли нам что сказать по этому поводу? Цели устойчивого развития, они всегда являлись такой вот важной глобальной повесткой. Конечно, они же будут обсуждаться на Петербургском международном экономическом форуме. Мы тоже готовились к этому форуму, думали, что же возможно, как же вклиниться в эту повестку. И планируем на Петербургском форуме подписать соглашение со Сбербанком, да, по продвижению вот этих ESG-проектов. Сбербанк – это такая
некий центр, скажем так, привития культуры, значит, ESG, да, социальной ответственности, экологической ответственности. И вот тоже Сбербанк нам предложил подписать такое соглашение, и, соответственно, все клиенты, допустим, Сбербанка будут уже ориентированы на эту ESG-повестку, вопрос устойчивого развития. Кстати, вот в рейтинге есть рейтинг такой РАЭКС регионов. По-моему, в этом году, значит, республика поднялась там с 35-го места до 12-го места. В этом рейтинге такой вот скачок был. А это что за рейтинг это? Рейтинг показывает, да, насколько бизнес готов и проводит эту культуру ESG, насколько государство также подтянуто и втянуто в эту повестку. Вот, тоже интересная тема. Вот до этого, когда вот 35-е место было, там, значит, была такая ситуация, что в части именно органов власти индекс проседал, да, в прошлом году, значит, и на уровне республики очень, ну, начали проводить стратегию вот ESG-повестки, много об этом говорить и внедрять в стратегических документах. Кстати, в стратегии республики тоже вот цели устойчивого развития прописаны. Вот. И, видимо, вот эти усилия отразились на том, что в рейтинге республика продвинулась до 12-го места. 12 из 85 регионов, соответственно, из 85 регионов. То есть, ну, давайте расшифруем все-таки для зрителей, что такое ESG, потому что это экология, social, да, G — это government, власть, когда все как бы стороны общества, значит, принимают на себя вот эту климатическую повестку устойчивого развития. То есть это экологический, социально ответственный бизнес, который действие бизнеса и государства, так скажем, если коротко. Так, ну и традиционно на полях Петербургского форума подводят итоги национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. Я помню, как несколько лет назад там с триумфом Якутия продвинулась резко, там прям чуть ли не на 30 пунктов вперед. Об этом было именно на Петербургском форуме озвучено, да. Причем президентом страны. Вот в этом году существенная поддержка оказана малому бизнесу. Вот, что мы ожидаем от этого рейтинга в этом году? Действительно, это в 2019 году с 52-го места республика скакнула до 22-го места, и в 2020 году 20-е место, да, заняли, в 2021 году 10-е место, но методика рейтинга изменилась, там уже в группах, да, в группе вместе с Тамбовской, с Ленинградской, с Белгородской областями, но в целом по позициям мы остались вот на 20-й позиции. Вот честно говоря, да, мы сейчас на этот рейтинг сильно не ориентируемся. Да? Для нас, ну как для органа исполнительной власти, в целом уже важнее на самом деле, а что в жизни происходит, да, как это реально отражается, как реально поддержать бизнес. Да? И когда мы уже вот занимаем вот, ну, примерно вот 20-е, 22-е, 20-е, 20-е место, и мы понимаем, что дальше-то расти особенно некуда, потому что в рейтинге там 64 показателя. И некоторые объективно, которые некоторые там, мы не можем перешагнуть, ну, это транспортная логистика, инфраструктура, далее, да, там нужно еще полностью, допустим, ту же Арктику значит, обеспечить телекоммуникациями, да, протянуть там ВОЗ, чтобы как-то еще дальше двигаться. Да? Поэтому для нас больше интереса в том, чтобы создавать уже вот такую, расширяться, не вперед, а уже расширяться. И мы больше говорим, не то чтобы говорим, действуем в части вот реальной поддержки бизнеса, там, предоставляем налоговые льготы. У нас вообще в этом году самые минимальные ставки по упрощенной системе налогообложения установлены, да, 1,5%.
И льготное кредитование, то, что Фонд развития предпринимательства выдает процентные ставки от 5 до 8% кредиты, это, конечно, у нас буквально да. минута до конца эфира осталась. Да. Вот в рамках форума будет форум креативных индустрий. Я просто не могу про это не спросить, потому что знаешь, что как мы любим креативную экономику, что это одна из тем, по которой Александр Сергеевич считается, глава Якутии, одним из главных спикеров. Наверняка его пригласили к участию. Там, да, что там будет? Действительно, будет форум креативных индустрий, и республика, конечно, интересна со своим подходом к развитию креативной экономики. У нас в республике реализуется концепция развития. До 57 тысяч новых рабочих мест планируется, да, привлечь в креативную сферу. И креативный кластер в этом вот буквально на днях будет сдан в эксплуатацию. Но многих интересует и сохранение языков в киберпространстве, да, и еще, наверное, такая вещь, как кино. Все-таки, да, у нас та поддержка, которая ежегодно оказывается на производство кинофильмов, вызывает такой вот интерес у других регионов. Не во всех регионах это, конечно, присутствует. Ну что ж, Валентина, спасибо вам большое. Успехов вам в вашей работе и успешного участия в форуме. Это была программа «Якутия Лайф». Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия.